Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Западные санкции сказываются на реализации национальных проектов в Якутии. Так, например, в этом году увеличилась стоимость строительных материалов. Будут ли сдаваться позже намеченных планов новые социальные и другие объекты по нацпроектам? Расскажет гостья студии Галина Новикова, первый заместитель министра строительства республики. Галина Геннадьевна, здравствуйте. Да, доброе утро. Скажите, пожалуйста, какие задачи стоят перед министерством сейчас? Перед Министерством строительства стоят большие задачи. Это в первую очередь увеличение темпов строительства, жилищного строительства, ну и создание, конечно, самое главное, комфортных условий для наших граждан, для жителей Республики Саха-Якутия. Создание таких условий, при которых жизнь была бы комфортнее, удобнее, для того, чтобы хотелось сюда приезжать, здесь жить, работать. Скажите, а какие нацпроекты реализуются именно в строительстве? Но в рамках строительства вообще Республика Саха-Якутия принимает участие во многих проектах, национальных проектах. Министерство строительства, конечно, в первую очередь принимает участие в тех проектах национальных, где осуществляется строительство объектов капитального строительства. Это жилье и городская среда, это объекты, национальный проект образования, здравоохранения, демография и культура. Соответственно, для того, чтобы эти объекты были введены, это большие крупные объекты, проводится соответствующая работа как по комплексному освоению территорий и в рамках, предположим, национальной программы «Жилье» у нас реализуются проекты именно комплексной застройки. Сейчас приоритет именно на комплексную застройку. Ну, наверное, все уже слышали, что у нас начата реализация, это по проекту «Квартал Звездный», где планируется строительство жилья, многоэтажного жилищного строительства, но кроме этого у нас еще там будет и строительство социальных объектов. То есть вот то, о чем я сказала в самом начале, то есть комфортность, она не только в строительстве жилья, конечно, качество, оно должно быть соответствующим, но и соответствующая инфраструктура, инженерная инфраструктура, улично-дорожная, это строительство социальных объектов. В данном случае в этом квартале будет еще построены и детский сад, и школа, и поликлиника, и для этих целей еще привлечены инфраструктурные бюджетные кредиты порядка 4 миллиардов. На сегодняшний день ведутся уже проектные работы. И для того, чтобы вот объекты были начаты в срок, соответственно, мы проводим вот такую большую предварительную работу. Также по объектам здравоохранения. Это строительство объектов первичного звена в Усть-Майском, в Татинском районе. Строительство идет большого объекта здравоохранения, это строительство онкологического диспансера, строительство которого будет завершено на следующий год. А также был введен у нас объект кардиодиспансер, который на сегодняшний день уже эксплуатируется. В части других объектов, объекты культуры, это объект в селе Тасагар, и есть объекты спорта в рамках национального проекта демографии. То есть вот в тех объектах, про которые я озвучила, строительство ведется. Ну, вопросы, которые возникают в процессе строительства, конечно, они всегда бывают. Это и вопросы технологического присоединения, как вы сказали, удорожание строительных материалов, но они решаются все в рабочем порядке. Поэтому все намеченные объекты, они будут введены в установленные сроки в соответствии с теми контрактами, которые заключены. Ну, известно, что возведение социальных объектов – это не единственное направление, которым занимается Министерство строительства Республики. Скажите, а как продвигается программа по переселению из ветхого аварийного жилья? Да, на территории республики реализуется такая программа. Это действительно одна из самых масштабных программ, потому что общий объем аварийного жилья он составляет более 1 миллиона квадратных метров. Это практически единственный субъект, где такие большие объемы. Есть плановые показатели. На сегодняшний день, с учетом объемов финансирования, которые у нас есть, все показатели, они исполняются, ну, можно сказать, в срок. По объектам, которые у нас строятся, это порядка больше 100 многоквартирных жилых домов, которые строятся на территории всей республики. И здесь, наверное, нужно отметить, что если в первоначальной программе было ограниченное количество муниципальных образований, то сейчас эта программа реализуется на территории всей республики, на территории всех районов. И она может быть реализована несколькими способами. Это как строительство новых объектов, приобретение на вторичном рынке или возмещение компенсации. Есть районы, где наибольшее количество у нас строится многоквартирных жилых домов. Это город Якутск, Ленский, Алданский. В Горном у нас тоже большое количество аварийного жилья.
И здесь мы тоже не только точечная застройка, да, то есть мы все-таки стремимся к тому, чтобы это была комплексная застройка для того, чтобы было удобно и, соответственно, вся инфраструктура, которая необходима, она была, соответственно, построена с учетом тех требований, которые предъявляются к объектам капитального строительства. Галина Геннадьевна, скажите, в этом году в республике будет ликвидировано аварийное жилье. Сколько именно объектов и сколько средств предусмотрено на эти цели? Да, но вот с учетом того, что у нас объемы аварийного жилищного строительства, вернее, жилищных домов, которые уже признаны аварийными, достаточно большой, соответственно, финансирование у нас тоже очень большое. За 2021-2022 год у нас объемы, которые предусмотрены именно по 2022 году, порядка 36 миллиардов рублей, которые мы должны освоить. На сегодняшний день уже есть контракты заключенные, как я уже сказала, это в строящихся жилых домах или в домах, которые уже построены, около 23 миллиардов, которые уже контракты есть заключены. Остальные у нас в процессе работы. Общий объем, показатель, который мы должны накопительно, вот с начала года, как у нас программа реализуется, это более 430 тысяч квадратных метров, которые у нас плановые показатели, они на сегодняшний день исполнены на порядка 80%. Но с учетом того, что в основном многоквартирные жилые дома и другие объекты, необходимые для, скажем так, обеспечения жизни, они у нас вводятся в конце года, соответственно, по мере ввода этих домов показатель у нас корректируется, таким образом мы достигаем те показатели, которые у нас есть. Ну, то есть пока мы не можем с вами говорить о том, сколько именно новоселов будет к концу этого года. По этому году у нас 8 тысяч граждан, которые должны быть переселены, порядка 80% у нас на сегодняшний день исполнен. Соответственно, вот этот показатель, который у нас есть, он будет исполнен до конца текущего года. Я предлагаю вернуться к вопросам о социальных объектах. Скажите, как дела обстоят с ними, сколько школ и детских садов в этом году построено и какие планы на грядущий год? У нас идет строительство сейчас на территории республики 43 объекта социальной инфраструктуры. Это школы, это детские сады, и есть у нас еще объекты, которые совмещены, школа и детский садик совместно. Есть объекты культуры, объекты спорта. 16 объектов должны быть введены в этом году. И действительно у нас строительство осуществляется не только по национальным проектам, но и за счет других источников. За счет инвестиционной программы Республики Саха-Якутия. За счет программы, или вернее по программе, федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Также у нас строятся объекты в рамках государственного частного партнерства и по концессионным соглашениям. Вот по городу Якутску уже ведется строительство, это пристрой к школе номер 5, это пристрой к школе в селе Пригородное. Завершается строительство большой школы, первой школы, которая вот такая действительно масштабная, 990 мест у нас в квартале Прометей, которая будет введена в ноябре этого года. Там немножко другой механизм, то есть у нас кроме строительства есть еще такой механизм, как приобретение уже готовых построенных объектов. Вот эта большая школа, она как раз вот у нас строится по такому механизму, как приобретение. Также у нас уже по заключенным концессионным соглашениям должно быть начало строительства нескольких объектов. Это строительство школы на 990 мест, это у нас будет вторая школа такая большая в районе ДСК. То есть с учетом того, что у нас там квартальная застройка, в которой запланировано уже строительство объектов, это еще дополнительный объект, потому что есть существующие объекты, и у нас мест в школьных, в образовательных учреждениях недостаточно. Соответственно, вот строительство этой школы в рамках государственного частного партнерства запланировано там, начало строительства как раз в этом году. Также школа на 360 мест в Жатае, школа на 180 мест по улице Пирогова. А для того, чтобы наши объекты, ну, вот как я уже сказала, эти объекты будут начинаться, соответственно, у них завершение будет уже на следующий год. То есть сроки у нас с учетом наших климатических условий, они достаточно такие сжатые, но на сегодняшний день, несмотря на эти сложности, объекты вводятся. Вопросы, как я сказала, там, возникающие техпресс или вопросы там, по переносу сетей или какие-то другие моменты там, с корректировкой проектно-сметной документации, они все решаются в рабочем порядке.
Скажите, а вот с учетом текущей ситуации в России со стороны государства разработаны ли меры поддержки для строительной отрасли? Да, меры поддержки были разработаны как на федеральном уровне, так и на региональном уровне. Были внесены соответствующие изменения в 44-й федеральный закон, который позволяет заключать контракты в более короткие сроки, в том числе с единственным поставщиком. Но есть определенная процедура, есть определенные требования, то есть это точно так же проходит отбор, только сроки гораздо короче. Соответственно, с учетом этого можно уже корректировать сам процесс строительства. Да? То есть тем быстрее заключен контракт, тем быстрее начало строительства будет осуществляться. Большой вопрос был в части удорожания строительных ресурсов. В этой части есть соответствующее постановление на уровне Российской Федерации. Для того, чтобы доказать или показать, что действительно произошло увеличение стоимости контракта, необходимо скорректировать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы. Эта работа была проведена по тем объектам, которые у нас находятся в стадии строительства, отработана отраслевыми органами исполнительной власти, отработана с федеральными органами, и по некоторым объектам, уже по объектам здравоохранения, финансирование дополнительно это получено. Сейчас идет процесс по объектам образования. Таким образом, эти вопросы разрешаются, и работа эта продолжается и дальше. Соответственно, мы надеемся, что вот за счет этих дополнительных ресурсов, конечно, этот процесс он непростой, но эти вопросы они могут быть разрешены. Также были внесены уже на уровне республики дополнительное финансирование также за счет источников республиканского. Внесены изменения в части увеличения авансирования, что это тоже очень важно для наших строительных компаний, то есть вплоть до 90% возможно авансирование при определенной процедуре. И также скорректированы требования в части сокращения сроков по государственной экспертизе, по оплате, по получению разрешительной документации, которые тоже положительно влияют, в особенности сейчас в таких условиях. Ну и, наверное, один из вопросов, который волнует всех граждан. Скажите, какие знаковые объекты к столетию образования республики были построены? У нас было запланировано не 100 объектов, а чуть больше. И строительство этих объектов ведется с 2015 года. Сейчас уже 88 объектов капитального строительства построено. И до конца года планируем, что объекты эти будут вводиться. Но с учетом того, что у нас план был выше, соответственно, некоторые объекты у нас будут переходящими еще на следующий год. Но 100 объектов, они должны быть введены полностью. Но объекты такие значимые, которые были введены, это в 2017 году был введен перинатальный центр, учебный корпус Малой академии был введен, тоже очень красивое современное здание. Это здание кардиодиспансера. Ну и как я уже сказала, те большие крупные объекты, которые будут введены в ближайшее время, это школа 990 мест в этом году. Благодарю вас, Галина Геннадьевна, за очень интересную беседу и спасибо, что согласились стать гостьей нашей студии. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.